Но мне интересна твоя жизнь, она отчасти это как-то и моя жизнь тоже, но, может быть, жизнь нашей семьи, вот я бы, наверное, хотела узнать. Потому что можно говорить просто о впечатлениях, что запомнилось. И не вне всякой системы. Ну, конечно, я думаю, давай так и попробуем, вне всякой системы. Хронология просто задает определенный ритм, конечно. Потому что можно перескочить, но все-таки это речка, по которой как-то плывешь, да. Не надо особенно грести. Можно перескочить, можно вернуться. Поэтому по настроению, может быть, что-то всплывет из более позднего, то есть так уж строго зачем придерживаться. Но с чего бы ты начал, если бы тебя попросили вот рассказать о своей жизни? Ну, это вообще странный вопрос. Я, кстати, вот только сейчас подумал, а с чего бы начал, если бы начал. Если бы меня спросили рассказать о себе. Я бы все-таки вспомнил очень такой эпизод, который в моей жизни был, может быть, самым сильным впечатлением. Это военные годы, Москва, год 44-й приблизительно, 45-й, наверное. Нет, скорее всего, это начало 45-го года, зима. Мама на работе, и тогда работали столько, сколько нужно. Поэтому, когда человек вернется домой, непонятно. Общая квартира, 17-метровая комната, причем устроена у нас так, что комната была зонирована, одна часть была альковная такая, где была большая кровать, выше меня ростом как в тот момент, а другая гостиная такая, где принимали гостей, у окна, и там стоял диван очень красивый. Значит, я остаюсь один, потому что, видимо, какая-то болезнь, меня еще в детский сад не принимают, потому что ограничения, связанные с какой-то карантинным сроком. Мама ушла, и я знаю, что надо ее ждать. Я на этом диванчике заснул. Причем заснул настолько сильно, что уже всякий стук, я запирался изнутри, не был мне слышен, и я был в полной что я один, а тут меня тормошат и будет. Оказывается, что мама с соседями вскрыла комнату, они вошли. А для меня впечатление такое, оно идет как продолжение сна. Видимо, вот эта тревога, связанная со стуком, с звуковыми вот этими сигналами, там уже взламывают дверь. Во сне это преображалось в то, что меня будят, и я открываю глаза, и меня хочет забрать чужая женщина. И вот этот испуг. Передо мной мама хочет меня, значит, как-то привести в чувство, разбудить, и как-то она встревожена тем, что я куда-то так далеко ушел, что никак не могу прийти в себя. А для меня ситуация продолжения сна, что меня хотят забрать. И мама должна мне объяснять, я твоя мама. Вот этот вот переход и поверить, что это все-таки мама, это впечатление до сих пор у меня вот осталось самым ярким впечатлением моей жизни. Я не могу сказать, что это какое-то было облегчение, вот не было прямого, вот да, это мама, вот какое-то даже оставалось некое недоверие, как некий осадок все это. Тебе около 4 лет, да? Да, это 3,5 так приблизительно, да. Ну, 4 года должно было исполниться, да, 4 года, да. Наверное, исполнилось как раз. Я январский, поэтому 4 года, да. Но это не самое раннее впечатление. Одно из самых ранних впечатлений у меня от красивой женщины, которая была моя тетушка Ванда. Мы жили тогда в эвакуации в Нижнем Новгороде, да, Горький, когда Нижний Новгород даже не вспоминался такое название, Горький, он так сразу, народ принял это название. И война, у нее муж, военврач, а женщина, поскольку яркая, красивая, то масса так поклонников, среди них есть, которые так принимаемы в доме. И Патефон, участник всяких встреч вот этой красивой моей тетушки с интересными мужчинами, как правило, они были в военной форме,
И один из них очень, видимо, как-то выделялся из других, он приходил чаще других. И в это время ставили пластинку «Шаланды полные кефали». Одессу Костя приводил. И тогда же я впервые Бернес? услышал... Бернес? Ну, это Утесов, наверное, не Бернес. Я могу путать. Нет, Бернес, скорее всего. Да, Бернес. Бернес. Тогда меня не интересовало, в общем, кто, Ну, я понимаю. кто как. Это был патефон с ручкой. Ага. А патефон ты Естественно, любил? Ну, как бы это все равно атмосфера праздника какого-то. У меня не было Не ощущения, было. что празднуют все. Я как-то наблюдал. Мне было интересно смотреть. Я в этой смысле слушал и смотрел. Вот участие, что я участник праздника, Понятно. мне было просто интересно, и все. И с этим же связано понятие, тоже неожиданное открытие, что есть слово «лодочки», обозначающее не то, что там пускают в воде, играя лодочки, или плавают по реке небольшие лодочки, а то, что это туфли женские. И вот, в частности, в один из таких приходов этого человека были подарены лодочки. Вот. Такое довольно интересное ощущение. Ну, конечно, очень помню вот сам дом, не внешне, а своими какими-то интерьерами. Потому что он Это на Грузинской улице? на Грузинской Вот. улице, да. Грузинский переулок, наверное. Нет, Это там, где вы Грузинская жили? улица. Ну, где вы... Да, мне его Феликс показал. И есть я сделала его фотографию. Может быть, сейчас уже этого дома нет. Но когда Феликс был в Нижнем Новгороде перед отъездом, мы с ним были там, и я Но сфотографировала. в тот момент там было много народу жило. Этот Там дом. жил дедушка, жила Люся, значит, Люция Иосифовна, жила Вандова Иосифовна, Эленора Иосифовна, моя мама, я, Феликс. И Илочка тоже была. Нет, я, Феликс. А, Элеонора, твоя мама, извини, Да, Иосифовна, да. конечно, да. И была еще у меня няня Маша. Значит, все, конечно, работали. Мама часто ездила тоже в какие-то загородные командировки. Даже, наверное, не загородные, тогда так не называл. Загород все-таки как-то поехать отдыхать. Это были командировки в область. И Маша, вот, которая пришла няней работать в Москве, в нашу московскую комнату, в 17-метровой комнате жила семья из 3 человек И няня. и няня, да, она жила в нашей же комнате. А там сколько И комнат эвакуировалась было? вместе с То есть нами. там еще моя мама была, то есть Да, Люция нет. Иосифовна. Да, с- конечно. с моей конечно, мамой. Конечно. Вот, да. Альбина, да. И... А мою маму ты помнишь? Ну, Вот тогда. мама- нет, именно в самом раннем детстве у меня яркие впечатления больше всего от Ванды, от дедушки, и не столько даже зрительно, как он выглядел, а то, что он где-то в другой комнате находится и чаще всего лежит. Причем то, что он лежал, это было вообще странно и необычно для него, поскольку он очень сильный, здоровый человек, и моя мама была убеждена, что он страдает просто от недоедания. Он привык к хорошей пище в большом количестве, так сказать, не привык себя в этом ограничивать, и такая А реакция... по фотографии мне казалось, что он небольшой. Я не знаю его роста, вот так не представляю. Я знаю только, что он был очень крепкий. И в частности, вот одно из воспоминаний, которые мама... Мама часто делала своими детскими воспоминаниями, поэтому в мою жизнь как-то вошло и частично ее детство. Воспоминания ее. Она рассказывала, как она однажды приехала, еще не имея детей, но уже она была замужней женщиной, из Москвы. На вокзале с большим трудом договорился с извозчиком. Значит, вокзал в нижней части Нижнего Новгорода находится, как ты помнишь, да? И вот на эту Нагорку надо было Там въезжать. был еще Казанский. Да. Верхний. Ну, Да, понятно. Да. На Ну, московский это, вокзал. московский вокзал, это Канавино, да? Да, Канавино. Ну, Канавино, да. И это подрядился, этот извозчик там ругался, что ему надо ехать в Нагорную часть. Не знаю, как сейчас называется, Нагорная часть не называется. Так Ну, называется. Нагорная часть, Верхняя конечно. часть города. И по этому поводу требовал каких-то уже при том, как что он согласился вести, он потребовал большую сумму. А когда привез, он ее еще и увеличил за сложность дороги.
Но поскольку был багаж, вышел дедушка встречать, и когда он узнал, сколько этот извозчик требует с мамы денег, значит, он его, значит, одной рукой взял, так потряс как следует, одной рукой, и потом дал ему столько денег, сколько сам считал нужным. И тот уехал довольный, так вы говорите. Так что как раз у меня представление о сильном таком человеке, привыкшем жить на природе. Ну, если так, что надо рассказывать, вот, как-то для себя, как память, может быть, для тебя, не знаю, рассказывали ли тебе об этом. Он был очень хорошим специалистом, организатором вырубки леса. Причем жил-то он в Латвии, он латыш, причем, по-моему, латгалец. Могу ошибиться, но мне кажется, он был латгальцем. Ну, мне почему-то тоже так кажется, наверное. Мама говорила. И его специальностью было из леса вывести деловую древесину. Но тогда лес не рубили так, как все подряд. Тогда вот что это означало. Он как специалист входил в лесной массив, большой, и говорил, что вот здесь вот можно отсюда взять столько-то дерева, столько-то стволов для таких-то целей. Это была штучная вырубка. Он договаривался с тем покупателем оптовым, какие сроки будет это все произведено, получал деньги, дальше нанимал рабочих, организовывал вырубку и вывоз леса. По этому поводу очень часто... Вот и как называлось? Как эта специальность называется, я не знаю. Значит, но я знаю, что и при советской власти сохранялась такая специальность, в России даже коренной. Просто мало кто об этом знал, и она, конечно, была неожиданной и необычной, потому что в России, в советской уже России, в СССР, это вообще была редкость, потому что сама система расчетов, наличные тебе дается, ты сам все решаешь. Но для того, чтобы, вот, поскольку там такая профессия, то часто приходилось кочевать по всей Латвии. И в связи с этим тоже масса впечатлений связана вот именно от дедушки. То есть дедушка мне воспринимается именно из рассказов мамы. Они жили, как правило, в небольших каких-то деревушках, на хуторах, там деревня-то не типична для Латвии. И бывало такие моменты, когда он где-то в городе, в банке получал деньги, ему надо было добраться до места, где надо будет платить рабочим. И в связи с этим бывали моменты, когда на него пытались нападать. И каждый раз он решал это все за счет силы своей, как-то бесстрашия. То есть из всех таких лесных встреч он выходил с успехом. Иногда нападения совершались на дом, где жила семья. То есть мне тоже из маминых рассказов запомнилось, как они живут в домике, и несколько человек, ну, человек 5, окружили дом и хотят ворваться в дом, считая, что они здесь и поживятся, и возьмут деньги, которые должны быть здесь. А была семья одна. Кстати, Вероника, забыл отчество, кстати, бабушка. Ивановна. Вероника Ивановна, точно знаешь? Да. Вот она заперла все, что можно, но при этом... Жена Иосифа, а вот его отчество, я, наверное... Иосиф Устинович. Устинович, точно, правильно. Угу. И она маму пропихнула в какое-то оконце, где-то с задней стороны дома. Мама в это оконце вылезла, забралась в конюшню, села на лошадь и ускакала навстречу к деду, чтобы он шел на помощь. Так что вот такие эпизоды были обычными. Ну, может быть, не совсем обычными. Сколько маме лет-то было? 14 или? Нет, тогда это было меньше, конечно. Это потому что она 3-го года рождения. 3-го. Но вполне возможно, что даже раньше, может быть, 901-го, поскольку при советской власти там как-то легко женщины меняли себе дату рождения, стремясь быть более молодыми, о чем потом, может быть, жалели в возрасте. Потому что до пенсии оставалось. Нет, некоторые стремились быть, вот, по-моему, моя бабушка Мария Денисовна, она на год старше себя сделала вполне. Понятно. Так что по-разному. Ну, мама, я знаю точно, что она сделала себя
моложе. В общем, ей было не больше 13. Ну, маленькая. Она в 14 году, вот ей было что-то вот так 12-13 лет. Училась она в гимназии. Как-то так получалось, что они и в Риге бывали, то ли они на зиму туда приезжали. Да-да. Причем вот мама тоже говорила мне, что эвакуировались из Риги. Ну, Да, эвакуировались они из Риги, причем были какие-то, видимо, оседлые периоды жизни. Может быть, Иосиф Устинович не находил себе работу, и работа такая а может быть, наоборот, находил хорошую работу, которая были позволяла. именно такие моменты, что в Риге уже Вероника Ивановна, как говоришь, да, она устроилась работать на швейную фабрику. Ну, текстильное какое-то производство. Не буду говорить швейное, не швейное. Ну, предприятие легкой Возможно, швейная. промышленности. Она все-таки белошвейкой была, так что очень естественно было бы, чтобы она... И тогда, видимо, ее заработок был основной. И вот в этот момент там все, кто были уже в состоянии ходить в гимназию, они стремились учить их. Особенные надежды возлагали на Юсика, это старший Юноша. Да, старший юноша. И он как-то был рослый мальчик, хороший мальчик, воспитанный, но при этом как-то получалось так, что он был боязливым в детстве. И его не любили мальчишки окружающие. И для того, чтобы ему прийти домой, моя мама ходила встречать в гимназию и провожала домой. Своего старшего брата? Да. Интересно. Причем она была третьей в семье. Была, значит, Юзик, Иосиф Иосифович был старшим, потом шла Люция Иосифовна. А потом Элеонора. Бабушка, да, а потом мама моя. Вот она была боевой, она, значит, провожала его из гимназии. Ну, из таких вот уж как-то получается, что мы... А ты знаешь фамилию Вероники Ивановны? Нет, не девичью? знаю. Менчик. Велик. Велик? Велик. Ну, причем, Велик, я думаю, да? судя по-польски, я не знаю, велик или велик, что это велкий, то есть большой. Да, при этом она была полька. Она уже из-за того, что была полька, она считала себя более цивилизованной, чем ее муж. Так. Ну, ладно. Ну, так я предполагаю. Ну, хорошо, это же мои она, наверное, впечатления. тоже была красивой женщиной. Это мои По крайней предположения. мере. Я Нет, ее нет, никогда не видел, видел только фотографию. Но в гробу. это совпадает с мамиными. То есть, что командовала в семье, в общем, по крайней мере, как мама помнит. А насколько я поняла, до 10 лет, то есть мама, мне показалось, значит, мама 30-го года рождения. Да, умерла бабушка в 1939 году, по-моему. Вот где-то до 10 лет, значит, пока бабушка была жива, вот в семье велись, во-первых, разговоры на польском и на латышском, особенно когда взрослые не хотели, чтобы ребенок их понимал, но тогда ребенок понимал оба языка, ну, не считая русского еще. А потом она успешно забыла. Ну, я не знаю, польский все-таки он ближе, и мы в Польше с ней не были, а латышский не восстановился. То есть, вот мы несколько раз уже были в Латвии, фактически полная потеря. Но она помнила, что в детстве она его понимала. И также она четко помнила, что все главные решения в семейной жизни, и вот это довольно большая семья была, да, в Нижнем Новгороде так, принимались бабушкой Вероникой Ивановной. Ну, она осознанно была, осознанно главной. Она вот эту вот свою роль руководителя семьи, руководителя быта, человеком, принимавшим решения. Но, кстати, интересно, мне мама рассказывала о том, что когда проходила эвакуация, это, кстати, интересный момент, потому что организованная государственная эвакуация, это впервые была опробована в России именно в Первую мировую войну. И предприятия эвакуировали. И у этого производства, где работала мама, и, может быть, какую-то работу подсобную, на мой взгляд, мог выполнять и дед, они обсуждали в семье, был предложен вариант, куда ехать. И один из вариантов был южный, видимо, какая-то Украина, или южная часть России. А второй вариант, один из вариантов был Нижний Новгород. И моя мама, значит, именно она сказала, что Нижний Новгород, и настояла.
и Ну, описывала... подожди, ты ей говоришь, было вообще 11-12 лет. Ей было около, ну, если 901 года берем, да, значит, ей было 13 лет. И вот она... А когда у нее день рождения был? День рождения у нее... Сейчас вспомню. 4 или 5 мая. Да, 4 мая. Ну, могу путать, 5 или 4. В начале мая. Ну, тогда это, может быть, считался не май, а апрель. Это по новому стилю. Ну, неважно, 4-5 да, мая. понятно. Так вот, на семейном совете ее предложение Было принято. было принято, да. Она доказывала, она говорила о том, что это город ярмарочный, что там промышленность, есть торговля. Она все свои знания, подчеркнутые в гимназии, Выложила. потом какое значение имеют реки. Нет, ну а что, в 19 веке, конечно, это главные транспортные магистрали. Ну, И она причем не ошиб- нижние, благодаря вот своему... Там же и встречались товары с запада и востока. Вот как-то благодаря еще режиму навигации, именно вот в Нижнем это происходило. И Грузинская улица, на которой оказались, она ведь недаром грузинская, ну, так же, как и в Москве, это действительно. Нет, ну, И конечно. там была и кирха, и костел в Нижнем Новгороде, и вот определенная веротерпимость, наверное, на высоту. 50 храмов было в Нижнем Новгороде с разных конфессий. Конечно, и более того, если так с чем-то сравнивать Москву, то ближе всего к Москве это Нижний Новгород. И по своему пониманию своего места в России, оно всегда было у нижегородцев, как некий центр деятельности. Торговый и, ну, может быть, и промышленный тоже. Нет, ну, старообрядчество, то есть нет, вот действительно наша такая деловая жизнь в Нижнем Новгороде. Во всяком случае, мама потом, анализируя, правильно ли это решение, считала, что она просто безусловно спасла семью, порекомендовав и настояв на том, что поехали в Нижний. Поскольку те другие места, все они оказались в зоне действия тех и других движений армейских, гражданских войн, восстаний и так далее. Нижний Новгород оказался более-менее спокойным центром, где все нашли себе работу, как-то прижились, были приняты. Все нашли свое место. А на каком языке в семье говорили? Вот, русский, да? Нет, мама-то знала польский. Нет, у нас в семье, если спрашивать, говорили только на русском. Причем это тоже любопытно, потому что если говорить о моей семье, так переключимся уже ближе, сдвинемся в сторону немножечко от общих корней уже к нашей веточке, к моей веточке. Отец у меня родился в Женеве и приехал в Россию в 18-19 году, приблизительно так, точную дату не знаю. И он практически не знал русского языка. Он как журналист приехал? Нет, он был молодой человек, он 99-го года рождения. Значит, ему было около 20 лет, даже меньше, когда он вернулся. Он владел итальянским, французским, не самым лучшим образом, итальянским лучше, и немножко немецким, но поскольку Швейцария такая страна трехязычная. А приехал, он вернулся к семье, которая вернулась из эмиграции. И они его оставили мальчишкой, причем очень часто оставляли мальчишкой. Они переезжали в ряде случаев с места на место, а он жил в одном месте, где он должен был учиться. А где он учился? Ну, не знаю точно город, причем перед уже отъездом в Россию он учился на аптекаря. Не знаю, как это в России. Ну, провизор, в России называют более точно, называют именно специальностью, связанной с представлением о лекарствах, о том, как их надо употреблять, как готовить. Аптекарь, насколько я понимаю, было более широкое это понятие. Помощник аптекаря — это были какие-то организационные моменты, связанные с содержанием этого заведения. И приехал он очень плохо, зная русский язык. И поскольку все-таки из семьи революционеров, то
Он по знакомству, и поскольку он знал языки, его определили в Министерство иностранных дел, которым тогда Красин руководил. Но он был очень любвеобильный мальчик, юноша, он очень быстро женился. Именно на Элеоноре? Нет, нет? он женился на женщине, которую звали Альбина, отчество не знаю. Знал когда-то, но сейчас не буду сейчас вспоминать, хотя если напрячься, то можно вспомнить. А потом они с ней разошлись. И он некоторое время вел такой свободный образ жизни, но этот свободный образ жизни не устраивал все-таки МИД уже в те поры. И Красин, может быть, тоже уже отошел от дел. Или вынужден был отойти от дел. И по этому поводу он вынужден был уйти из МИДа. И, как ни странно, выбрал себе профессию журналиста. Видимо, исходя из того, как живут журналисты, так, его представления на Западе, а тем более в России, где-то еще более высокое, видимо, было положение. Какое это время примерно? Ну, это на середине 20-х, приблизительно так. И перемещаясь по России, как, ну, по Советскому Союзу, конечно, тогда уже. Нет, а может быть, нет, еще по России вначале, Советский Союз в 22-м году возник. Он бывал в разных городах, в том числе заехал и в Нижний Новгород, где познакомился с совсем молоденькой девушкой. Ну и, конечно, произвел впечатление, он был одет во все иностранное. Так, а мама где работала, вот наша гимназистка, она закончила гимназию-то, нет? Гимназию она закончила какие-то первые классы гимназии, поскольку вот она училась в гимназии, собственно, в Риге. Какое образование она получала в Нижнем Новгороде? В Нижнем Новгороде я точно не могу сказать. Она училась, и у нее даже есть всякие масса... Грамот. Не грамот, а удостоверения о том, что вот она какие-то одни курсы, тогда была система прохождения курсов. Но в частности, даже, я думаю, что именно под влиянием знакомства с отцом она закончила и курсы журналистики. Тоже в Нижнем Новгороде? Это, скорее всего, в Нижнем Новгороде. О. И дальше был тоже любопытный момент. Что давало вот этот вот элемент путешествий Остапа Бендера? В принципе, где-то уже 24 года. То есть это такой возраст, когда ты говоришь, в середине 20-х годов он оказался в Нижнем Новгороде. Да. Значит, вот мы про Остапа Бендера с его путешествиями туда-сюда. Была масса людей, какую-то эту остаповщину использовал в быту. Я думаю, что журналисты того времени, особенно и у отца это тоже было, один из их вот таких первых совместных поездок. Ну, я бы хотел сказать даже... Да, это была, наверное, деловая поездка, скорее всего, так. По заданию редакции они плыли по Волге. Ну, у меня есть даже хорошо, фотографии. В общем, И это было что-то вроде и знакомства, и свадебного путешествия, и начала будущей жизни. Но поскольку уже отец был женат, ему как-то этот вот опыт заштампованный его жития как-то не нравился, а нравы были такие, что союз, любовь, свобода, все это были не просто так слова, они переживались обществом, осознавались обществом как-то. У них был брак гражданский, причем в то время это называлось именно гражданским браком, и правильно называлось. Но, по-моему, сейчас это так называется. А сейчас гражданским браком называется, как ни странно, я неверно говорю. Дело в том, что гражданский брак все-таки это был не церковный брак. Все, что помимо проходило мимо церкви, это гражданский брак. Но вот среди этого гражданского брака было две категории: зарегистрированный брак в ЗАГСе, вот понятно. И не зарегистрированный. Но вот советская власть до определенного момента уравнивала в правах оба эти состояния. И это такой период времени длился до начала войны. Только с начала войны сказали: вот ты зарегистрированная жена, ты жена. Не зарегистрированная, ты не жена. И вот этот 41 год является таким рубежом. Потому что при принятии этого закона для тех, кто было доказано, что жил
состоял в таких вот семейных отношениях до 41 года, это имело какие-то большие основания, чем то, что произошло после 41 года. После 41 года ты мог сколько угодно дружно жить вместе, но никаких прав ни твои дети, ни вы при разделе имущества не получали. А те, кто до 41 года жил таким образом, они были равноправны с теми, А кто чем это было зарегистрирован. вызвано? Государство взяло на себя какую-то Это было вызвано на ответственность? самом деле идеями, на которых создавалось общество, было у нас идеологизировано. То есть масса людей, и наша страна создавалась на мечтаниях о свободе, о устройстве. Отсюда там споры о том, о роли женщины в любви и так далее, убеждения Калантай, определенные взгляды на эти вопросы. Ну а что в 41 году? А в 1941 году началась война. Несомненно. И это очень важный для Сталина был момент. Нужно было организовать и мужчин, и женщин во взаимодействии их. И в некотором смысле требование верности не просто так, но и подкрепленное выдачей талонов на питание, карточек. Если ты зарегистрированная жена, тебе можно было оставить талоны, и ты получала офицерский паек, или не офицерский, да, там, сержантский паек, какие-то, в общем. В любом случае, воюющий мужчина обеспечивал свою семью, мог обеспечивать ее. Что-то получала семья. Если брак не зарегистрирован, ничего не получал. А так считалось, что нет, нельзя разбрасываться ресурсами. И надо поддерживать только зарегистрированных. Ну, в принципе, рациональное основание. Я в этом не убежден. Как бы я не относился плохо к Гитлеру, я считаю, что одно очень важное. Каждой женщине дал возможность быть защищенной государством. И дети фюрера – это изобретение очень важное. Женщина, родившая ребенка, она была уважаема в любом случае. Известен отец, неизвестен отец, поддержка государства и так далее. А здесь ведь что получалось? Что уже здесь получались незаконно рожденные дети. То есть советская власть резко ухудшила положение детей, которые родились вне зарегистрированного брака. И это было заметно. И поскольку сохранялись еще предрассудки, еще идущие от прошлых взаимоотношений семейных, это было очень значимо. Так что вот так они попали в Нижний Новгород. В Нижнем Новгороде, значит, соединили в союз. А потом вот это все-таки отец-то был человек Европы, человек, работавший в мире, конечно, жизнь столичная интересней. Ну, моя мама, Альбина, говорила, что 13 лет вот ждали ребенка. Да. Значит, долго тебя не было. Если так быть откровенно, об этом не принято говорить. Обычно об этом не говорят. Мама делала аборты, конечно, и это влияло на здоровье. И, конечно, то, что я родился, во многом связано было с определенными лечебными процедурами. То есть это давалось еще именно сознательное решение, и надо было вот как-то довериться каким-то врачам, надо было пройти курс лечения. Мне об этом не рассказывалось. Это все отголоски того, что я всех слушал, что-то запоминал, изобретал. Может быть, я частично в чем-то могу быть неточным. Но мне об этом тоже совершенно не рассказывалось. То есть у меня была четкая версия. Ну, вообще от мамы было табу. Не так много мне осталось, но по поводу абортов, что мама не делала ни одного, и ну, как бы самое страшное и вообще недопустимое для женщины – это до рождения первого ребенка вот, сделать аборт. Ну, я очень как-то вот это для себя перенес вариант, почему у меня какие-то почти уверенно об этом говорю, что это было, и было, видимо, неоднократно, больше, чем один раз, по крайней мере. Я помню разговор между мамой, она в этот момент преподавала бухгалтерию, бухгалтерский учет. Причем тогда еще как-то при советской власти была система своеобразного отношения к бухгалтерии, вплоть до того, что его не называли бухгалтерией, называли счетоводством. И вот как раз в этот момент, когда она стала преподавать, боролась, станет ли это называться бухгалтерией или нет,
И, во-вторых, можно было вести двойную бухгалтерию. Это вот система счетов, которая сейчас абсолютно распространена и принята. И была распространена и в царской России. А советская власть как-то, видимо, идя навстречу тому, что были малообразованные люди, вела упрощенную систему, которая, может быть, и правильно ведет название такого счетоводства, когда счетов, собственно, не возникало в том понимании бухгалтерских счетов, как они сейчас используются, когда, значит, кроме двойной бухгалтерии, была простая бухгалтерия. Вот она вела и ту, и другую. И вот в этой школе, находившейся в поселке Желябино, в помещении бывшего имения, в котором какое-то время до войны располагалась школа испанских детей, после войны организовали школу для повышения кадров работников сельского хозяйства, в частности и бухгалтеров. И я помню летнюю беседу моей мамы с молодой женщиной, которая устраивала свою семью, хотела устроить семью. И она беседовала с ней, а я где-то крутился под ногами, не очень далеко уходя. И она убеждала, что не надо ничего бояться, что то, что было, может, ничего страшного. Значит, вот, у меня у самой такое было. То есть передавал какой-то женский сокровенный опыт, как удержать этого мужчину. Брак мог и не возникнуть. Вот. Нужны были какие-то советы, тем более, что мужчина был не безусловный, он был старше, и были определенные, со стороны молодой симпатичной женщины определенные представление того, что могло бы быть и лучше. И мама предлагала ей как-то найти решение разумное. Так что приехали они в Москву, так перескакиваю в Москву, зажили столичной жизнью, причем... Переехали в конце 20-х годов? Или сразу, вот когда брат... Это был конец 20-х. Это где-то вот 28-й год, я поняла. Да. Это вот так, 28-29. И жили они недалеко, кстати, от тех мест, где потом оказалось, живет моя жена. Жила девочка. Ну, в смысле, родилась это Сытинский ты в Лиховом переулке. Лихов. Лихов переулок. Слушай, что-то знакомое. Где он? Он просто рядом с Каретным рядом. Каретный переулок рядом. Это если идти от Петровки, ну там уже не Петровка, там Петровка идет, потом она выходит каретным рядом. То есть это каретный ряд, конечно. Идешь вниз к Самотечной. Ага. Первый переулок будет. Да. Я там недавно была. Да. Лихов переулок. Там находится фабрика «Мультфильм». Нет, не мультфильма, а документального фильма. Очень хорошо. Мультфильм находится на Новослободской. Вот они жили там на 7-м этаже в маленькой комнатенке. Дарик, гулять пойдешь? Ну, а дальше происходит вмешательство Игнатьевича в жизнь семьи. Младшего братика. Да, это, по сути, он предпоследний ребенок, да, за ним была самым младшим ребенком Ванда. А какого он год рожден? Он на 2 года младше мамы. Он 5-го года, это точно. На 2 года, я считаю, это официальной даты. Ага, он 5-го года. Да, причем он был опекаем, мама за ним ухаживала, то есть он в какой-то степени жил на ее руках, ее заботами, потому что в многодетной семье это просто была ее обязанность. Следить за младшими детишками. Так, и когда он появляется в Москве? Я не могу сказать дату появления, но появляется он из того же Нижнего Новгорода по делам службы. Возможно, в связи с движением начальства в Москву. В Нижнем Новгороде так получилось, что когда он начал работать, его трудовой путь начался с помощника сапожника. Под Паском он тоже был. Это в Латвии. Он, будучи мальчишкой, он тоже, как-то семья нуждалась, поэтому детей как-то пристраивали. В частности, был момент, когда его пристроили, совсем уж какой-то маленький мальчик. Он был взят на хутор
помогать, ну, не знаю, подпасок, не подпасок. Ну, так он с Марией Денисовной, они иногда разговаривали. На что-то помогать в сельском хозяйстве одному из хуторян. Ему очень не нравилось, как с ним обращались там. И он, такой мальчик был с характером, он однажды решил удрать оттуда, добраться до дому. Но он не просто ушел, он... А дом-то в Риге был? Я не знаю, где в тот момент находились родители. Ага. Может быть, это было в каком-нибудь соседнем хуторе. Понятно. Допускаю. Так, и что Игнас сделал? Он, ну, первое решение принял, что он уйдет, не будет жить в этом доме. На хуторе, То есть где ему неплохо было меньше обращаются. 10 лет? Ну, конечно, да. Это Точно? Вообще лет 8-7? Я предполагаю, лет 8 или 7 даже. Он решает, что он отсюда убежит домой. Но, с одной стороны, чтобы не погнались, а с другой стороны, чтобы навредить, он взял нож и изрезал постолы все хозяйские. А постолами это называется обувь латышская. Там не было, собственно, лаптей, это была кожаная такая подметка с ремешками. И он сделал эти постолы непригодными для ношения. Так что акт... Да-да-да, погоню затруднить. Да, затруднить погоню. И некоторые я вести там еще, я вообще плохо сделал, да. Тем, кто его обижал. Вот такой эпизод был, а в Риге... А до дома ты добрался? Да, добрался до дома, я не знаю, как решили между собой отношения хозяин, от которого он удрал, и родителя. Это он очень не рассказывалось мне никак, а вот этот эпизод я знаю. Если мы вернулись снова в то время, я тоже расскажу об эпизоде, который маме врезался в память. Ну, в доме, несмотря на то, что Вероника Ивановна была самая главная, она определяла все в семье, но, с другой стороны, для детей главой дома представлялся Иосиф Устинович. Он садился, когда за стол, он первым садился, ему давался лучший кусок. Он был уважаемым, он часто получал то, что другие не ели. Вот если, так сказать, определенные ограничения по средствам, может быть, кто-то мясо получал, кто-то не получал. В некоторых случаях получал мясо только Иосиф Устинович. И с этим связан определенный эпизод. Был куплен лимон для Иосифа Устиновича. И Вероника Ивановна, бабушка, так будем говорить, отложила его. А потом приходит и видит, что лимон выжат. Выпить сок. Она считает, что кроме моей мамы никого в доме не было в этот момент. И единственный, кто мог это сделать, это мама моя. И она сначала просила ее сказать, сознаться в этом. Но мама не делая, не сознавалась. И тогда она ее очень жестоко высекла. Просто высекла ремнем. А когда через некоторое время пришел Иосиф Устинович домой, то выяснилось, что это он отжал лимон. Причем одним из соображений, что этого не могла сделать мама, потому что она была девочкой, у нее просто не хватило бы сил выжать сок из лимона. И это воспоминание врезалось маме настолько, что она вспоминала это. А как у нее отношения с матерью, вот, кстати? Очень любила она маму, очень любила. Нет, в этом смысле о каких-то конфликтах с родителями не говорилось никогда. Никогда? Было явное восхищение отцом, как настоящим мужчиной, видимо, определенное представление о том, что он должен быть сильным, заботливым. Причем силу не применяющий просто так, а только по делу. Уважаемым в мире, да, это тоже немаловажное соображение. Может быть, это как раз было перенесено потом на будущего мужа, что где-то значимым должен быть как-то. Так что вот вспомнили, мы снова вернулись немножечко в Латвию, теперь возвращаемся в Нижний Новгород, где Игнатьевич, Игнась, звали в семье Игнась. Кстати, польские имена давали всем два имени. Потому что мама моя была Элеонора Леокадия. Игнатьевич был Игнась и Генрих.
Ну, католики. Да, два имени существовало. Сейчас я пытаюсь вспомнить и не наврать. По-моему, Ну, возможно, при советской власти. То есть от мамы я никогда не слышала упоминания об этом. И вот Игнась, а второго Юзек, имени ты не помнишь, да? Да, и Люций, вообще не Люций. подозревала, что оно... Ну, то есть, может быть, какая-то запись существовала, церковная, там, а что... Чтобы в семье как-то, да. Но, во всяком случае, Это для я мамы вот от это тебя сохранялось только на слышала. уровне уменьшительного имени, потому что ее в семье звали Лёка, это от Леокадии. Эля, Элеонора, это было значительно меньше. А вот Лёка, А мама называла Лёка. Лёля. Лёля, ну, во всяком случае, Но Лёля и связано- Леонора это уже совсем Ну, не может это, быть, близко, Да, да. близко, да. по-моему, Салли, да, у нас Да, была Салли. еще Соломея, она была Барбара, насколько я помню. Или Барбара. Ну, могу путать, могу путать. Так вот, Игнатий Иосифович поступил в Нижнем Новгороде в помощники к сапожнику. А сапожника этого я застал и видел. Это уникальная тоже, видимо, судьба. Чех по национальности в составе чехословацкого корпуса. Корпуса. Значит, попал в Нижний Новгород. Не знаю, был он пленен или просто так дезертировал из этого корпуса. Ни в какую Чехословакию он не поехал, ни через Сибирь, ни никак иначе. А женился и стал сапожничать. Был, видимо, искуснейшим сапожником. Более того, когда я в 1957 году, это год... То есть Игнат что-то понимал в обувном деле? Да, понимал. Во всяком случае, он понимал уж как минимум в качестве. Да. Я имею в виду, мог быть экспертом. Ну, вот. Вот, и что-то, видимо, мог делать. Так я застал этого сапожника в Нижнем Новгороде уже и еще работающим человеком. Это было в 1957 году. Причем тут тоже интересно. Вначале их дом помещался в центре города, а Нижний Новгород очень долго представлял себя деревянный город, одноэтажные, двухэтажные деревянные дома в самом центре. Ну, купеческие дома, да. И вот его домик был в центре. И было предложено им этот домик снести и, да, и получить квартиру. А он попросил, и как-то ему пошли навстречу, его домик перенесли на окраину города, к кладбищу какому-то. И я уже был вот в этом домике, в котором он поселился в 18 году, на перенесенном советской Ну, на властью кладбище и в да. самом центре, то есть... Нет, какое-то удаленное достаточно кладбище. И вот он тогда сделал мне тапочки. То, что называется чешкой. Вот то, что все покупали как фабричные изделия, он делал на руках. Эти чешки я в 1957 году сделал, что называется, на вырост. Может быть, я к тому времени был уже довольно большой, да. И поэтому они мне годились. Я их носил, даже уже женившись. То есть это явно 63-64 год. Больше 5 лет. Они перекочевали. Больше это, да, лет 5-7, даже не менее того. Более того, были такие моменты, когда мне не в чем особенно было щеголять, и я по Москве ходил в них. Они были нарядными. Настоящая кожа, и не снашивающаяся какая-то кожа, хотя там всякие Хороший мастер. полиуретановые Хороший мастер. подметки там все ставили или ставят. Как не знаю, была кожа, которая долго носилась, и мягкая, а не жесткая. И вот он работал сапожником. А сапожник, как ни странно, профессия, которая привлекала внимание чекистов. Видимо, это идеальная профессия, позволяющая контактировать с разными людьми, находиться на каком-то То, месте, что сейчас наблюдать. таксисты... Так. Более того, это уж абсолютно точно в Москве все айсоры, которые оккупировали такую отрасль, как чистка обуви, сейчас не встретишь, будучи где чистая обувь, а в Москве раньше был очень распространенно такие небольшие будочки, где можно было сесть, и тебе, как правило, мужчина вначале, потом только женщины сменили их. А я даже женщин не помню, у меня как-то всегда это... Мне кажется, что это Нет, потом их мужчина. сменили, значит, женщина. Короче говоря, ему сделали предложение,
ну, знакомые какие-то. Игнасю или его... Игнасю. Ага, вот. Значит, что ты молодой парень, что ты в сапожниках. Давай как нам. И он стал работником ЧК, как он в тот момент назывался, но все время часто менял название.